Руслан Кутаев родился 20 сентября 1975 года в селе Ачхой-Мартан, ЧАССР. Президент Московского ГБшного международного общественно-политического движения Ассамблея народов Кавказа. После начала русско-чеченской войны Руслан Кутаев был членом круглого стола партии движения для поддержки Докки Завгаева. Докка Завгаева — это бывший первый секретарь обкома КПСС ЧАССР, назначенного Кремлем на правление в оккупированной Ичкерии. После завершения Первой русско-чеченской войны по предложению руководителя миссии ОБСЕ в Грозном Тима Гульдемана, предложившей создание коалиционного правительства в Чечении для предотвращения мести чеченским народам-предателям, Кутаев был включен в это коалиционное в должности вице-премьера президентом Зелимханом Яндарбиевым от правительства ЧРИ. Остальные члены этого правительства относились к этому терпимо, зная, что это есть кандидатура российских спецслужб, только потому, что кандидатура была предложена Гульдеманом, ему российскому руководству. В январе 1997 года Руслан Кутаев принимал участие в организации и финансировании избирательной кампании Масхадова. И после его избрания Кутаевым был назначен на пост вице-премьера по связям с Россией и странам СНГ. В начале Второй русско-чеченской войны, когда была открыта охота на членов правительства Чеченской республики Ичкерия, Кутаев находился в России и называл себя руководителем партии независимости Чеченской республики Ичкерия, став одним из учредителей общественной организации Общество русско-чеченской дружбы. В 2012 году Руслан Кутаев был избран главой КГБшного Международного комитета по проблемам Северного Кавказа и президентом Ассамблеи народов Кавказа, правопреемницей Конфедерации горских народов Кавказа, КГБшной организации. Кутаев уже начал представляться личным представителем Джохара Дудаева и Аслана Масхадова в отношениях с Россией. Этот ход для иллюстрации, без которого он не может выдвинуться на выборах после деоккупации Ичкерии. Да, он был представителем Аслана в вопросах, связанных с Россией, который считал, что агент будет представлять интересы Ичкерии. Что было наивно, каким не был Джохар, который своих членов переговорного процесса не баловал, отстраняя при первом подозрении в связях с Россией. 2024 год. Этот текст мне прислали, и я его опубликовал. Я не автор, но все факты, которые здесь приводятся, они легко проверяют.